Selam aleykum damır kere aziz teleseyircilerimiz. Endi hoş olgan bizim seyircilerimizni elbette ki selamlayıq ve yayınımızına devam edeyik. Multfilmimiz de geçti. Endi men belesem bugünkü gün yakında da bir kere hatırlamağa sizge gerek. Oktyabr'nın 3'ü bazar ertesi günü. Bu gün aslında tarihte belli bir hissesini hoştu. Mühim bir hissesini hoştu ve böyle hisselerinden birisi Oktyabr ayının birinci bazar ertesi günü Halkara Ekimler günü kayd edildi. Her bir Ekim'nin esas maksadı elbette ki bizim sağlığımız uğrunda çalışmaktır. Bizim sağlığımızı horçalamak, bizim sağlığımızı elbette ki bizni sağlam etmektir. Ve Ekimlerinin işi daima muvaffakiyetli olur. Eğer biz onlara elbette ki öz tarafımızdan da yardım edeceğiz. Ve bugünkü misafirimiz elbette ki bu güzel günden bağlı. Ne için deseniz, şimdi her şey bileceksiniz ve bizim sohbetimiz devamında da her şey bileceksiniz. Sohbetimizden ayrılmanız ve elbette ki sorularınız olsa bizim endi daimi telefon vasıtasıyla siz bizge onlarını verebilirsiniz. Stüdyamızda ise saygılı vatandaşlar Dulber Kadın Ekim ve Ahihi Mütihaz. Tanış olun stüdyamızda Liliya Hanım Mustafayeva Tibi Merkezinin baş ekimi. Selam алейкум, Лилия Ханум. Sabah средниц hayırlı olsun. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Поздравляем вас с праздником. Спасибо большое. Лилия Ханум, как начинается ваше утро зачастую? Ну, зачастую утро начинается, как у всех, наверное. Встаем, готовим завтрак, принимаем душ, одеваем на себя хорошее настроение и идем с удовольствием на работу. Лилия Ханум, зачастую наши гости говорят о том, что начинают свое утро с чашечки кофе. Полезно ли начинать свое утро с чашечки кофе? Ну, я думаю, у нашего народа это уже традиция, то есть начинать утро с чашечки кофе. Я думаю, что чашечка маленькая кофе с утра никогда не помешает. Лилия Ханум, расскажите о вашем медцентре, заведующий которым вы являетесь. Это медцентр для реабилитированных граждан, правильно? Ну, называется сейчас государственное бюджетное учреждение Республики Крым, консультативно-диагностический центр по обслуживанию депортированных народов. Ну, название осталось у нас, но он является консультативно-диагностическим центром, то есть могут обращаться все народы, все люди, которые захотят именно обследоваться у нас, независимо от национального признака. Лилия Ханум, мы знаем, что в медцентре очень много профессионалов различного направления. То есть полностью человек, который хочет получить медицинское обследование, он может прийти в ваш медцентр и получить полностью эртарафлама, то есть всесторонне. Да. На том уровне, что вот у нас есть данная какая-то аппаратура, конечно, у нас грамотные, достаточно грамотные, высококвалифицированные кадры, и, пожалуйста, человек приходит со своими документами, то есть это паспорт, СНИЛС и медицинская страховка, которая позволяет данному любому человеку, гражданину, пройти обследование в нашем центре. Лилия Ханум, сегодня Международный день доктора. Хотелось бы узнать, как лично вы связали жизнь с этой профессией, почему вы выбрали именно медицину? Ну, вы знаете, я помню то, что, учась где-то, наверное, в 3 классе, мне почему-то всегда хотелось быть именно врачом. И в 70-е годы, ну, ваше поколение не помнит, но наше помнит, были польские духи «Быть может». То есть на коробочке было написано «Быть может» и многоточие. И Рамет Ледаем, он подарил мне эти духи, то есть я была еще в 3 классе ребенком, и дописал своей рукой «Быть может, ты будешь врачом». И вот вы знаете, вот это, наверное, как-то меня вдохновило, и я методично, педантично шла к этой цели. То есть я дополнительно в школе занималась химией, биологией, физикой, для того, чтобы поступить в медицинский институт. Поступила в медицинский институт, и я поняла, что это мое. То есть профессию врача, профессию медицинского работника надо любить. Потому что это ведет к тому, что ты любишь людей, ты любишь свою профессию, и тогда в результате мы получаем хороших, здоровых людей. Это ответственно, да, прежде всего? Это Вы понимали эту ответственность? Конечно, конечно. Ну, в детстве, может быть, не так,
Потом с возрастом, учась в институте, конечно, это шаг за шагом, понимаешь, что это очень большая ответственность. То есть это жизнь человека. Начиная с рождения ребенка и заканчивая, это жизнь человека. Это очень ответственно. В институте вы учились именно на врачебное дело, правильно? Ну, в институте я училась на факультете педиатрии, заканчивала Андижанский государственный медицинский институт, один из лучших в Средней Азии. Заканчивала по профилю педиатрия. В 1988 году мы переехали в Крым. И в Киеве в институте микрохирургии я закончила курсы по офтальмологии. То есть я работала детским врачом-офтальмологом. Лилия Ханум, вы уже на протяжении многих лет работаете врачом, и также мы знаем, что крымско-татарский народ, представители крымские татары, очень испокон веков были очень сильными и здоровыми. Как-то сейчас, какое положение вот у крымских татар в плане здоровья? Остаемся ли мы такими же здоровыми, либо окружающая среда, либо экология как-то вот пошатывается? Да, сейчас очень модно такое словосочетание, как «здоровая нация». Да. Здоровая ли мы нация? Да, мы достаточно здоровая нация. Есть свои, конечно, плюсы, свои минусы. Я не буду сейчас об этом говорить, но я хочу пожелать всем, что здоровая нация должна начинаться со здоровой семьи. То есть в семье должно быть все так поставлено, чтобы все вело к тому, чтобы человек был здоров. То есть это и правильное питание, и правильный образ жизни. Он всегда накладывает в дальнейшем на здоровье данной семьи и последующих поколений. Лилия Ханум, сейчас мы говорили с вами о плюсах профессии, а ответственность – это тоже, я считаю, плюс. Какие минусы есть в вашей профессии? Потому что доктора, они тоже люди, у них тоже бывают какие-то свои проблемы, переживания. Бывает ли, что к вам приходит какой-то пациент, а вы вместе с ним, возможно, переживаете эту боль, и потом плохо чувствуете себя в течение дня? Бывает ли такое, что как-то настроение ваших пациентов отражается на вашем настроении? Не, ну естественно, когда человек приходит, обращается к нам, и если что-то вдруг идет не так, мы все переживаем. Это вот профессия врача, это долг врача – сопереживать пациенту и сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Лилия Ханум, что касается штата вашего медцентра, вы сказали, что там очень много высококвалифицированных специалистов, которые работают уже там на протяжении многих лет. Да. Что касается молодежи, приходит ли к вам молодежь? Да, молодежь приходит. У нас молодой вот врач-дерматолог. Приходят. Мы очень много медсестер, конечно, молодых, больше, чем врачей. Потому что вот врачи, я так думаю, что предпочитают работать на одном месте. Долгий период времени. Лилия Ханум, мы говорим, говоря о медцентре, мы, конечно же, очень рады, что у нас есть такой медцентр, где мы можем получить профессиональную помощь, но с какими проблемами сталкивается медцентр? Может, чего-то не хватает, либо наоборот, все хорошо? Есть ли какие-либо проблемы? Может, требуются спонсоры, возможно, есть ли такие? Ну, проблемы, конечно, у нас здание. То есть, естественно, хотим, чтобы медцентр расширили, чтобы построили новое здание. Ну, насколько я знаю, что мы включены в программу, федеральную целевую программу, что в 2018 году будет рассматриваться вопрос строительства нового медицинского центра. И я думаю, что это все будет со временем. Оборудование у нас достаточно хорошее. По программе модернизации мы получили и фиброгастроскоп, и колоноскоп, и компьютеры. Ну, то есть у нас достаточно хорошее такое оборудование. Лилия Ханум, опять же, хочу вернуться к вопросу молодых специалистов. Вы как уже со стажем, руководитель со стажем, доктор со стажем, как оцениваете знания нынешней молодежи? Приходят ли они с хорошей базой, либо какие-то знания получают все же уже при практике? Довольны ли вы их работой? Молодые врачи достаточно грамотные, но вы же знаете, что становление врача, оно происходит потихонечку, со временем. Да, как мы проходили интернатуру, то есть обучались. Первые 5 лет становится доктор доктором. То есть потихоньку, потому что он выходит с института
с одним багажом знаний. Потом потихонечку он набирает свой багаж знаний. Он становится или врачом-кардиологом, или врачом УЗИ. То есть потихонечку он набирает свой опыт и знания, и все приходит со временем. Лилия Ханум, мы знаем, что у каждого человека бывают какие-то переломные моменты, когда он хочет изменить свою жизнь полностью, возможно, даже изменить свою профессию. Были ли в вашей трудовой деятельности такие моменты, когда вы думали, что нет, наверное... Нет. Никогда. То есть я себя видела всегда только врачом. Я люблю эту профессию. Думаю, что долго лет еще я буду работать в этой сфере. Иншаллах. Чох Гузель. Что бы вы могли посоветовать молодым специалистам, которые, возможно, хотят, возможно, они еще думают, связать ли свою жизнь. То есть молодым людям, которые еще учатся в школе. Да, в школе. Возможно, те, которые сейчас именно на таком переломном моменте и думают, стоит ли идти дальше. Вы сейчас, извините, перебью вас, можете стать как ваш даишка, который когда-то вдохновил вас Нет, на эту знаете, профессию. я хочу сказать, что каждый молодой человек сейчас очень век информатизации. Молодые люди знают очень много, читают достаточно много. И каждый человек в душе должен выбрать ту профессию, которая ему больше нравится. Потому что выбор профессии – это на всю жизнь. Ну, практически, да. Да, как вы говорите, можно в какой-то момент поменять. Ну, это опять мы понимаем, 5, 6, 7 лет учебы. Это тоже время. То есть, как бы молодой человек к окончанию школы уже должен все-таки определиться. Это должен быть осознанный все-таки осознанный выбор, да. Лилия Ханум, сегодня такой праздник у докторов, у ваших коллег. Что бы вы хотели пожелать им в сегодняшний день? И вот, к сожалению, зачастую говорят, что вот профессия учителя и доктора до конца недооценена, так, насколько она важна. Конечно же, мы понимаем, что это так, к сожалению. Но что бы вы хотели пожелать, вдохновить, возможно, своих коллег? Ну, я своим коллегам всегда желаю здоровья, терпения, чтобы зарплаты были достойные. Немаловажно. Немаловажно, да. Об этом не надо умалчивать. Правильно. Надо стараться, чтобы действительно все это было, чтобы наша работа, соответственно, оценивалась. Чох Сагонас. Чох Сагонас, мы очень рады, что вы посетили нашу студию, рассказали нам такие, возможно, трогательные моменты для вашей жизни. И не только трогательные, но и очень важные моменты, как нужно себя вести, как правильно выбрать свою профессию, чтобы, как говорил Конфуций, нужно выбрать правильную профессию, чтобы ни разу не работать. И я думаю, вы выбрали ту самую профессию. Чох Сагонас за весь тот вклад, который вы внесли в наш народ, за все эти спасенные жизни, возможно, которые вы спасли. Чох Сагонас. Лилия Ханум, вот сейчас мы просили у вас пожелания для коллег, поздравления для коллег. И все-таки в конце нашей беседы, по традиции, что бы вы хотели пожелать всем телезрителям? Вы уже дали много наставлений, как правильно воспитывать детей, как воспитать здоровую нацию. Но вот, как будучи нашей соотечественницей, будучи доктором, что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? Я телезрителям нашим хочу посоветовать тоже терпение, здоровье, улыбаться почаще, вести здоровый образ жизни. И, дорогие мои, не забывайте, что существует такое слово профилактика, профилактическая медицина. Часто мы об этом забываем, потому что вовремя прийти к доктору. Вот что-то колет сердце. Нет, я потом пойду. А потом может быть поздно. Пожалуйста, сейчас медицина достаточно доступная, бесплатная. Достаточно у нас хорошие квалифицированные кадры, хорошее оборудование. Обращайтесь. Надо сделать флюорографию раз в год. Пожалуйста, сделайте. Надо пройти обследование. Сделайте. Вопросы диспансеризации в российском государстве, кстати, очень-очень сильно как бы развиты. То есть диспансеризация проходит вовремя, приглашают людей, приходите, сдавайте анализы, проходите обследования. Ну, наш народ чуть-чуть инертный в этом отношении, поэтому, пожалуйста, приходите в поликлиники, приходите в больницы. Ради профилактики. Не тогда, когда вы уже заболели, а просто, чтобы пройти медицинский осмотр. Будьте все здоровы. Чох Сагонас, Лилия Ханум, еще раз вас с праздником. Сагонас, что посетили нашу студию и воспользуйтесь случаем. Хотим передать привет всему вашему дружному коллективу. И рады всех вас вместе, конечно же, видеть у нас в студии. Чох Сагонас.
Biz ise devam ettik ve bizim növbeteki rubrikamız endi hazır. Ondan sonra biz sizler için bir güzel yarışını ilan edeceğimiz. Olarga hoş olunuz ve elbette ki güzel bir bakışını elde etmeye imkanınız olacak.